Госкомитет национальной безопасности возбудил 2 уголовных дела по проданным землям в столице. Скандал вокруг этого вопроса разгорелся после того, как СМИ стало известно, что десятки гектаров в Бишкеке были незаконно отданы под капитальное строительство. Если по одной информации золотые гектары в южной части города долгосрочную аренду взяли якобы студенты, спешно развернувшие там строительство, то по другой участки эти должны были выделить под социальные объекты. Поэтому уже не исключено, что земли были отданы мэрией незаконно. Это и намеренно выяснить в ГКНБ. Бишкек шаарындагы 86 гектар жер боюнча. Мы на заседании палаты несколько раз поднимали вопрос о том, что сотрудники мэрии с нарушениями выдали в Бишкеке 86 гектаров земли под капитальное строительство коммерческих зданий. По моей информации, в ГКНБ возбудили уголовное дело. В отношении кого возбуждено дело и по какой статье? Возбуждены уголовные дела по статье «Коррупция» по фактам незаконного выделения земель со стороны мэрии. В данное время идет следствие. Всего, по данным парламентариев, 86 гектаров уже передано частникам в аренду. А ведь когда-то по генплану на вышеуказанной территории собирались построить административно-культурный центр. Для этих целей выделили аж 187 гектаров. Но до строительства административных зданий дело так и не дошло. Более того, как выяснили журналисты Азатыка, из этого большого пирога на республиканские нужды осталось всего 22 гектара. Что будет с остальной территорией и какие здания там появятся, можно только догадываться. Например, строительная компания «Ихлас» сегодня ведет строительство на 5 гектарах этих земель. Участок напротив института КСИ значился за фондом по управлению государственным имуществом. Теперь там возводят многоэтажный дом. Поэтому передачу земель под капитальное строительство для коммерческих целей необходимо тщательно проверить. Взять интервью у представителей Бишкек-главархитектуры, в чьей компетенции выдавать разрешение на проектирование и строительство, нам не удалось. На месте руководства мы не застали. Никак не прокомментировал этот вопрос и градоначальник. Мэр Албек Ибраимов сослался на то, что не владеет информацией по поводу данного уголовного дела. Но если уголовное дело уже возбуждено, то давать сейчас какие-то комментарии было бы неправильно. В любом случае, скандальные земли, будь то аренда или подкапитальное строительство, были отданы в пользование именно мэрией. А вот законность такого решения теперь предстоит выяснить компетентным органам. В ГКНБ, еще раз отметим, заведено 2 уголовных дела по статье «Коррупция». Алексей Немашкал, Рахат Джаныбеков, Асхат Ибраимов, НТС.